Так, ну у нас третий поход. А, какой третий? Третья проверка карасей, как ловится. Сегодня проверяем на жмых, попадет, не попадет. А то в прошлый раз жмых это самый дырявый был, и поэтому то ли попало там несколько штук, 10 штук, или не попало. Лично я так и не понял. Поэтому сейчас проверяем. Делаем походик. Так, команда на месте, осталось мне. Так, и здесь веселится как горная козочка, бабах, и в лодке. И я бабах, и в лодке. Проехал несколько километров, но мотор кирдык заглох, блин, при попытках не заводится. Так как инструментов нету, кроме пассатижа и отвертки. Сейчас попробую жиклер, потому что 13 лет работал, вообще не трогали, вообще. Ну, не считайте, кроме утонутия. Я первый раз тогда свечи открутил. Может, жиклер подбило. Так, ну, кто чем занимается пока. Ну, сегодня, ребятки, собственно говоря, до берега там выйти на дорогу и это, а потом пешком. Ладно. Я говорю, шланг этот самый стал хорошо качать, и этот жиклер трогал. Дедушка, а мы сейчас поедем? Поедем, да. Раздавился. Пытаешься до карасей поедем. Да. Сейчас он поедет, пришел. Ой. Ой. Едем за карасями. Ладно. Она в атуе, в смысле дорогу не пробила. А, вон коса идет, наверное, вдоль нее. Но все равно мелко. Ай! Ну, о! Тут плывун! Намыло. Можно было ногой, да, тут плывун. Полметра вон сразу весло заходит. О! Где-то ты заехал, жать-то, блин, везде мелко. Ладно. Потом. Где-то здесь. Ой, сапоги короткие вроде достали. И тебе такой тяжелый, что ли? Как я слез, так сразу и плавать на лодку начала. Короче, когда мотор вдруг выключился, у меня было удивление, 13 лет работал, никаких проблем не было. А когда завелся, еще больше удивления было, что он завелся. Короче, я там, где это подсос у него есть, я его открывал, и там рядом этот отстойник продул. И жиклер открыл, закрыл, и шланг сразу хорошо качать начал. Завелся и поехал. Где-то, значит, жиклер мелко забивался. Ой, повезло. Идем к своим карасям. Но сначала заходим в кусты и найдем дорогу. Задача найти дорогу на луг. Заметила, что по протоптанной тропе идешь? Утоптанной, дрободан. Тропа, куда я туда-сюда ходит. Я хочу тебя пугать, но это похоже на мишку. Похоже на мишку ходил. Вижу, здесь капитально кто-то прошел. Ну, так что далеко от нас не отходи. Если вдруг медведя увидишь, кричи это самое, снимай где-то. Я его попробую снять. Ну, кажется, вышли на свое озерко. Черная смородина, еще зеленая. Да-да. А черемуха? А черемуха уже темная такая. Довольно спела, но еще не распела. Еще недельку надо, наверное. Ясно. Это вышли на свой гэп. Ну, то озерко, где я на карасей поставил. Сейчас посмотрим, что попало, не попало. Ну, моя морда здесь. Гымга. Ага. Видишь, чтобы гымгу не потерять, я вон привязал к ветке.
И все уже не потеряется. Ой, кто-то булькает вроде. Да, надо доставать карасей. Сейчас. Так, ну что, начинаем проверять. Ух ты! Что-то есть. Ну как, впечатляет? Ага. Ну, нормально. Сейчас будем смотреть, что попало. Так, ну урожай, не знаю, штук 20-то есть, наверное, как думаешь? Ну, есть. Может, и 30. Ну, совсем мелких выкинем, а то, что понравится, возьмем. А мы потом обратно это сделаем? Поставим? Не, карасей нам хватит, поэтому А мы ее тут оставим? в лесу. А кидать обратно не будешь? Не, это зачем? Там 6 литров, тут немножко. Так, это я потом мусор уберу. А можно я доставать карасей? Хочешь? Доставать буду. Доставай. Да. К тебе ближе всего ребро, что, Сережка? Ну, Как мини. 5. на ребро поставить, да. Да я высыпать мог, но она хочет руками. Чисто из-за этого. Так. Так, подожди. 10 вынула, да? Да. Ну, остальных вот так. Прости, что быстро сделал. 11, 12, 18, 39. 40. Круглая цифра. Да, интересно. Там какой-то жук. Видишь? Может, таракан? Жук плавы нет. Он мелких рыб грызть может. А он запросто от этим приплыл погрызть. Сколько попало-то? Ровно 40. 40 штук, ясно. Сережа, слушай, ты говоришь, что хочешь домой пару штук взять, а ты где потом, в ванну или куда там их запустишь? В ванну. Мама долго разрешит, чтобы ты ванну занимала карасями? Да. Хорошо. То есть мелких забираешь, а Всех мелких. сейчас тогда крупных выберем в пакет, О, крупные. ням-ням делать. Ну тогда в воде их и оставляй, пускай в воде и это самое едут. Так, процесс отбора пошел. Вот такой. Пойдет. О, ты давай. Пойдет. Большой. Нормально. Ну ладно, хорошо. Все, остальное все мое. Да. Ты что, их всех в ванну и потом вместе купаться будешь в ванной? Да, у вас. У нас? Да. Ну хорошо, один раз покупаешься, а потом? А потом их в пакет положу с водой и все. А домой это не повезешь? Повезу. В ведре? Да. Ну, как хорошо. У нас суп этот самый какой? Куриный. Суп рататуй, что попало, то и жуй. Ну, не хватит, можно добавить. Тут почти 2 литра. Во. Так, ложкой тебе дал. Чай не пьешь, какая сила. Чай попил, совсем ослаб. Красота. Ну что, Валерий Батькович, подведем итоги по приманкам на рыбу. В данном случае на карася. Абсолютное первенство, абсолютное буквально. 77 штук. Приманка под названием «Лещ, холодная вода». Карась, капитально попадается. Второе место в 2 раза меньше, 40 штук, жмых. На 3-м месте Dream 7 карась. Рыбная приманка называется. 4 штуки. То есть резко меньше. И самое позорное, 4-е место, где один плюгявенький карасик попал, который тоньше моего мизинчика в 10 раз. Это пластилин под названием клубника. Реклама от него супер. Там у меня впечатление, что там рыб показали, которых год специально не кормили, потом что-то съестное кинули, и они все толпой кидаются. Реклама но как рыбная приманка на карасей, по крайней мере. Чистое говно. Так нельзя сказать. Хреновое, короче. Все, пойдем. И это ты будешь тащить до реки? До какой реки? До дома.
Да суму. Крутая девочка. Ну что, Василиса Батюна, идем? Молодец. Ведро. И это ведро будешь тащить? Хочешь ты? Нет, ты это захотела. А ты спрашиваешь? Спрашивай, меня удивило твое желание просто. Да. Ну, не лень, так ладно. Однако. Ну, километры, не больше тащить до реки. У нас все просто. Что человек пожелал, то и выполняет. Но своими силами. Я не ругаю, я просто наоборот хвалю. Принял решение. Тащишь, молодец. Обожаю жимолость. Горький. Класс. Угу. Василиса, красную смородину не хочешь? Ну, Василиса не хочет, я сейчас пожую. Ура! До реки дошли. Ну, приключения с карасями закончились. Начинается лодочный. Вот теперь далекое плавание. Карася выкинула? Маленького. Сомневаюсь, что он на течении выживет, ну да ладно. Другие сажают. Щуки найдутся, сожрут. А можно мне отдать? Тебе толкаться? Спокойно, на. Молодец. У нас мотор выйдет. Нам главное сейчас на глубину попасть. Ну что, Василиса Батюна, мне в свое время дедушка, ну, в смысле, мой отец сказал, тут в соседней деревне Чернуть его 7 лет катаются на лодках, а ты вырос офигенная, ты не катаешься. Хочешь попробовать? Давай. Страшно как-то. Если выпадешь, сейчас под жилет, мы тебя спасем. Раз. Второе. Самое опасное тут вин. Под вин главное не попасться. То бишь упала, не дай бог, отталкивайся от лодки подальше. Спасем. Ну и все, потом на малом газу чуть-чуть поедем. А мне как страшно было. А нет, вообще-то мне не особо страшно было. Поворачивай. Это да. Это если вот в эту сторону мы едем сюда, да? Если ты тот туда толкнешь, он сюда повернет. А если сюда? Сюда, значит, налево. А это ты попробуешь туда-сюда и увидишь. Руку. Если упадешь, вот эта штука выдернется и мотор заглохнет. Ну, дергай. Куда дергаться? На себя. Вот эту? Да. Правой рукой. Ну, двумя тогда. О, поехали. А дальше будет? Руль себе. Ничего, не сразу моста строилась. Вот сейчас прямо можно. Это куда-то. О! Там в другую сторону. О! Главное коряк не объезжать, а остальная ерунда. Где будет сложный фарватер, я тебя поменяю. Полет нормальный. Ну, можно сказать, прямо едем. Без больших проблем. Впереди коряга. Я знаю. Ну, хорошо, знаешь, молодец. Ну, ты корягу далеко объезжаешь. Ну, с другой стороны, молодец. Сходу урубилась. Что надо делать? Тяжело? Тяжело? Нормально. Ну, тут сложная мелкая вода пошла, поэтому меняемся. Все, приключения с карасями закончились. Ё-моё. Ё-моё, да.